Сегодня, ребята, мы с вами будем говорить о Якутии. Весна и лето в Якутии короткие, но теплые. И поэтому, когда начинает оттаивать вечная мерзлота, образуется очень много красивых и живописных озер. Крупный оленепромысловый совхоз «Жиганский». Здесь, по опыту передовых хозяйств республики, применяется интенсивный откорм. Лучше всего это удается в бригаде Кыстатемского отделения совхоза, где бригадиром Тимофей Тимофеевич Аполлонов. Не так-то просто добраться до оленеводов. И тут на помощь приходит наша авиация. Не первый год уже летает в небе Якутии комсомольско-молодежный экипаж вертолета Ми-4 в составе командира Владимира Поманисточка, второго пилота Владимира Колесника и бортмеханика Владимира Скорых. Вилюйская ГЭС является первой гидроэлектростанцией в мире, которая была построена на вечной мерзлоте. Электроэнергия, которую вырабатывает ГЭС, используется растущей алмазодобывающей промышленностью. Начальником смены, которая была удостоена пуска первых агрегатов второй очереди, стала Алла Ивановна Яковенко. Вместе с нею ветеран ГЭС, дежурный инженер Иван Абрамович Худеев, рационализатор Валерий Алексеевич Смирнов, электрослесарь Владимир Степанович Скворцов. Важнейшей отраслью хозяйства Якутии является добыча золота. В этой отрасли победителем соцсоревнования стал коллектив комбината «Алдан-Золото». Производительность его фабрики повысилась на 11% благодаря переходу на новую передовую технологию и почину передовых экскаваторщиков переработать свыше 1 миллиона кубометров руды. Главную роль в успехах комбината сыграли люди, такие как главный инженер-коммунист Владимир Михайлович Шароглазов, который по итогам 9-й пятилетки награжден орденом Трудовой славы, и многие другие. Юрта – это уже прошлое Якутии. Сейчас в городах и рабочих поселках сплошь благоустроенные красивые здания. С каждым годом хорошеет и столица Якутии, город Якутск. Большая заслуга в этом – бригады каменщиков, управление строительства Якуттяжстрой. Руководит ею молодой коммунист Николай Григорьевич Лукашенко, кавалер ордена Трудовой славы. Его бригада дважды была победителем во всесоюзном соревновании за досрочное выполнение заданий 9-й пятилетки, да и в 10-й пятилетке не снижает темпа работ. Сейчас бригаде поручено возводить первые 9-этажные дома. Отлично работает депутат Верховного Совета Якутской ССР, каменщица Мария Сергучева. В бригаде все учатся. И сам бригадир, студент 4-го курса строительного факультета Якутского университета.
Ребята, мне хочется рассказать еще об одном городе Якутии. И, наверное, вы знаете, о каком городе пойдет речь. Новый город алмазодобытчиков Мирный начал строиться в 1959 году. По комсомольской путевке приехал сюда паренек из Чурапчинского района Егор Захаров. Свою трудовую деятельность он начал с разнорабочего, а с 1965 года стал наладчиком сложнейшей техники. Захаров очень хорошо знает технологию обогащения, и это позволяет ему использовать оборудование с максимальной отдачей. Он всегда впереди. Так делом поддерживает коммунист Захаров главный девиз «Пятилетки качества, рабочую гарантию». Отличный производственник, один из активных рационализаторов фабрики, наставник молодежи Егор Евсеевич, член партийного комитета фабрики, член городского комитета КПСС, член Республиканского комитета защиты мира. В рамках сотрудничества с ЭФ чехословацкие конструкторы разработали модель самолета Л-410. Впервые в стране он был опробован на внутренних линиях Якутии. Его комфортабельный салон рассчитан на 17 пассажиров. По внедрению этих самолетов проводит очень большую работу командир эскадрильи Анатолий Федорович Крючков. Сейчас он занимается подготовкой и тренировкой экипажей самолетов Л-410. В этом помогают чехословацкие специалисты Милан Мацела и Владимир Коутный. На 25-м съезде партии были приняты решения по освоению несметных богатств Якутии. Вот, в общем, то, о чем мы говорили сегодня на уроке, это и есть претворение в жизнь решений 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза.